Хаймерс, запись Халатина. Начнем. Кичуя. Are you ready? Английский может быть вы? Are you ready? I am ready. 1 second, please. Okay. Wait a second now. No problem. I can wait. I can always wait. Always? Always. What is this, man? Always. I have a big patience, immense patience. I'm very patient. Patient. What is this, man? You're crazy. No patient. Patient means терпение. Также значит... Босс, какое терпение? Patience, терпение, кстати. И patient это наречие. Patience. Или адъектив. Адъектив. Так, давай. Врубай нашу папку, в которой у тебя есть программы. И мы будем продолжим. Кстати, я нашел ошибку, которую мы в тот раз пропустили. Мы ее сейчас исправим для наших зрителей, уважаемых. Так, SD я записал в начале. SD, да? CD. Слово change, поменять, начинается с буквы C. CD, change directory. То есть поменять директорию. Программа. Демо, да? Точка просто. Нет, код. Надо уроками заниматься, иначе ведь плохо. Ты забиваешь другой информацией себе мозг, и она вышибает. Чтобы она зацепилась у тебя в голове, надо ее повторять. Код, да? Да, просто код. И точка. Так, как раз, это наш предыдущего урока switch. Проверка switch условия. Так, она работает. Но мы, этот язушен, у нас там был day that's. И day юприт, давай поставим то, что у нас в тот раз не сработало. Был у нас, куда цигавый язин? Ума Марила. Перестань. Не лазь туда. Окей. Live сервер Хайвел Шуа, sorry, да. Да. Так, сегодня не Tuesday, да? Не Thursday. Thursday это четверг. Давай поправим. Дело в том, что в JavaScript в браузере есть специальная функция календарь, который отслеживает и дни недели, и время, и год, там, я не знаю, до 2000 какого-то, 99-го, по-моему, до конца нашего столетия. Или больше. Так, к нему обратимся мы. И day, да, и. Day, да, не тяга, а внутри вот это оставь, day, тяга, оставь. У нас есть переменная day. А вот в свитче, boolean expression ешь. Тигар day, да, и. Допустим, да, те, если по-латински, как по-русски сам читает. Писать. Да, date, дата была. Date, так, точка time, по-моему, date time. Хажал, точка time, точку оттел. Date, нет. Так, я проверю, как эта штука пишется, сообразил. One moment, please.
Tad vairāk karojums un angliski mot, tas bija carots un Tesla. Там бота. Вообще ечош дин на самом деле. Что? Нашел? Сейчас, подожди, секунду, почти нашел. Ага, нашел, все. Yes. Давай поправим все это дело, чтобы не мучиться. Хорошо? Пиши не так. Убери это дата. Это объект. И мы создаем, чтобы обратиться к новому объекту, надо смотри, да, так. Пиши new. Когда создаешь новый объект, это слово ключевое, оно обращается к конструктору. New, пробел, с большой буквы, потому что это класс, так, date, date, только с большой буквы, да. Так, скобки. Отлично. Выйди из скобок, точка. Вот между этими, да? Да, с первыми скобками. Точку. И get day. Вот эти ошибки делаешь. В тот раз мы сделали там ошибку. Get day. Опять скобка открой, закрой, parenthesis. И все. Сохрани. Сохрани и посмотри, что случится у нас на этом. Гуштун, какой сегодня день? Амерс. Tuesday сегодня. Да, вторник сегодня. Правильно? Он точно знает. Если завтра ты его запустишь, он тебе скажет, что скажем, Wednesday. То есть среда доктор Хан. Ты также можешь этот get day месяц туда написать по-английски month. И тогда и вместо вот этих Sunday, Monday написать название месяцев, и он тебе месяц покажет. Ты также можешь время, чтобы он тебе показал. То есть это time показать. В общем, эта функция настроенная, но мы не будем на ней заостряться. Нет смысла. Давай открываем новый урок. Откроем новый урок, изучим одну функцию и пару лупов для наших слушателей. Так кто экран? Я, что ли? Да, это ты там. У меня нет доступа до твоего экрана. Значит, это ты. Что такое? Или какой-то хакер нам мешает. Твой ненавистник. Мусульманский хакер. Let day, юкаркун, day Tesla. Это не тег. Это переменная. Переменная. И Tuesday радардай мегадон суюкир. Это смысла нету, потому что он настоящий день ищет. Да, просто пустую строку оставь. Все. Она также должна работать. Tesla переменная, куда ала? Разница Warriors. Я тебе рассказывал про банковские ячейки. Ага. И банковская ячейка переменная. Одна банковская ячейка. Туда ты можешь положить цифру, то есть взять бумажку, написать на ней цифру и вытянуть эту ячейку и положить туда. Название ячеек, у ячеек нет названий. У них есть свои цифровые номера в архитектуре процессора. Поэтому ты даешь... слова, да? Да, ты даешь... Ты как будто... Вот представь себе клерком в этом здании банка огромного. У тебя огромная стена, и там много-много ячеек. Тысячи и тысячи.
И на них нету ничего. Там есть какие-то непонятными для тебя сейчас цифрами написано, там X2, там что-то такое. Но это не играет значения. Ты берешь бирку новую, вот так, лейбл, наклеиваешь и пишешь. И когда тебе не нужно, срываешь. То есть ты взял какой-то, отметил какой-то ящик, назвал его словом день, day, и бирку наклеил на него. Внутри она пустая, да? У тебя там ничего нету. Ты можешь что-то написать, и он туда положит, короче. Но в данном случае тебе она нужна просто, чтобы, когда сработает вот эта функция date, get, day, и он у него запросит вот название, какой сегодня день, он тебе возвращает Tuesday, то есть сегодня вторник, а он вторник тебе возвращает. То есть бумажку с надписью вторник. И эта бумажка оказывается у тебя в твоем ящике. Но это делает эта функция, это не ты делаешь. Придем. Да. А вот этот switch case... Говори. И переменный шахтинс, там со калькулятор реачвала, там, или день недели, сангайтит реачвала, там, или цалилшца, текст реачвала. Из-за переменной юхцун каждый гуманши, да? Да, и ты даешь им название. Какую бы сложную программу ты не увидел, не дай себя запугать или запутать, увидев какие-то длинные названия. Это название дает программист. А так это просто пустые ячейки с номерами. Их может быть 1 миллион, 2 миллиона, 100 миллионов там на сервере. Это не играет. Это регистр. Они называются, кстати, регистрами. Если ты слышал это слово. Регистр. То есть эти названия не должны тебя пугать. У него есть какие-то зарезервированные слова. Вот это из языка JavaScript есть зарезервированные слова, вот как в данном случае switch слово, или new, или вот эти скрипт-теги. Это все зарезервированные слова. Ты не можешь давать такое же название, но другое, любое слово можешь взять. Абсолютно это не играет. Кроме этого, оно не должно начинаться, по-моему, с номера. То есть с цифры не можешь ты начинать. Есть конвенция и правила, как давать название переменным у каждого языка. Вот в данном случае ты можешь с любой буквы, с любой цифры или со знака доллара можешь начать название переменным давать, или же с подчеркивания. Но желательно переменным давать название, понятные из того, для чего ты их собрался, что ты собрался ими сделать. Если, например, у тебя переменная, которая хранит, то есть дни недели, то, естественно, ты ее назовешь как? Day. Да, ты возьмешь вот этот листок бумаги, напишешь day и налепишь на эту ящик. И понятно, чтобы другим стало понятно, что там внутри будет храниться дни недели. Точно так же, когда ты пишешь программу, если ты пишешь программу, допустим, для автомобиля, то у тебя там будет ящик, например, колеса, или не знаю, ящик мотор. Да, ты ее разлагаешь на элементы, даешь название. То есть в зависимости от того, что твоя программа делает. Тесла, я хочу, знаешь, чего понять? Вот. Я тут написал свое название, Day дал ячейки, да? Да. И как этот компьютер вот понимает он, что мне именно вот дни недели надо, это название я просто дал, оно же не заложено пока, чтобы он распознавал его. Да, Питерсон. Он не вот это называет, он на твою переменную ему плевать, он ее вообще даже не видит. То есть ни компьютер, ни компилятор, ни интерпретатор, они не видят, они не знают, что ты им дал название. А в дни недели знает вот эта функция встроенная. New date, Switch, get да? date. Да, и get date, du hast gar nicht. Это уже заранее описанный объект, который является частью вот этой системы. И он тебе выдает, короче, и day, и get day, так он тебе возвращает вот этот, возвращает так называемый лист, список из этих. Список из всех 7 дней он тебе выдает. И один из этих дней, который есть сегодня, он выдает. То есть, если сегодня вторник, он тебе выдал вторник, а внизу вот этот кейс, он ищет совпадение со вторником и ложит его в твой ящик. Видел?
Смотри, кейс 0. Давай эту функцию прочешем. Подожди, Тесла, сейчас, подожди, Тесла. А вот switch alloc, он только для вот такой манипуляции, там, с Нет, для месяцами, любого. днями, или Нет. что это значит, что оно? Любая проверка условий. If, у нас был if проверка. Вот это тот же if, просто... если такое-то, такое-то условие совпадает, то сделай то-то, то-то. If condition, условия. Потом, если у тебя, например, 100 условий или 50 условий, тебе придется каждый раз писать if, и пошел ты, if и дальше, if и дальше. Чтобы ты это не повторял, был придуман вот этот проверка условия switch. То есть меньше писать тебе надо. Раз написал один раз switch, а не каждый раз if, написал один раз switch, и я в скобках, вот что проверять он должен. И дальше уже просто case, вошел, убежал. Это то же самое, что и if, но меньше программисту писать нужно. И так более, скажем так, очевидно, дяхач. Тесла حاجة тахинс, примерно год дать. Год сахажрачула. Мне что тут придется от нулевого года до 2030, там, 25-4 года писать? Нет. Get яр, что просто он сразу же яр сегодняшний, это можно попробовать сделать. Если хочешь, мы можем попробовать это отобразить. Давай. Полностью и свитчать, выдели этот свитч и закомментируй его. Вот это, да? Вот этот и что в скобках. Весь свитч, вот этот, проверка условия. Сейчас, секунду. Хатташ дон. Это все на хаттерах. Сейчас. Да. Чем больше ты будешь спрашивать, тем круче. Все, дело, секунду. Да. Так, все, Виолет? Возьми и закомментируй теперь этот свитч. Полностью его закомментируй. Вместе с его телом. Карли Брейсис, Юхарилсон, тело, царный свитч. Закомментируй его. Видели? Так, и где там можно комменты? Идите, идите. Войди в этот 3 черточки, где 3 черточки в самом верху. Вот, нажми Edit. И ты посмотри, Toggle Line Comments или Toggle Block Comments, можешь выбрать, какие хочешь. Да. Нажимай. Все. Он его закомментировал, и теперь этот компьютер этот вообще не видит от слова совсем вот это. Все, что после вот этих косых слэшей, он вообще не видит. Так, теперь под словом day сделай new line, освободи место. И давай. Так, поскольку мы в наш ящик, в банковский ящик собираемся не день, а год, то есть дай ему название год английским. Year. Day. Да, пусть мы будем year.
Все? Ты дал название. Теперь давай вниз пойди, пойди вниз. Напиши. Так, year, то, что ты сейчас написал. Year. Равно отступи. New date, как внизу написано. New date. Отступ. Parentheses. Прилепи их к date. Ого. Get Ты date, да? видишь, как это написано? Ага. Точка. И теперь напиши не get day, а get full year. Он тебе, скорее всего, подскажет. Уже внизу видно, что да, get full year. Опять parentheses, точка, запятой. Все, теперь нам нужно отобразить это на странице. Так-то мы у него забрали. То есть он нам сообщил, какой сейчас год и встроенная функция «и», до которой у нас нет доступа. Она там за задворками, за сценой работает. Она сообщила нам, дала нам, мы ее вызвали, дай нам L, get Бога, возьми Богу, дай нам это текущий год L, и мы его положили в специальный ящик, который приготовили для этого названием год. И теперь нам нужно показать его на странице. А что мы делаем, когда хотим на странице показать? Мы уже это раз, наверное, 10 делали. Сделай новую линию. И отступ шмая, выровняй документ. Это не функции. Выровняй его. Вот. Точно так же внизу пиши. Так, пиши документ. Ты же знаешь, как отображают на экране? Документ get element by ID, да? By ID, бла-бла-бла. Вот, молодец. Что-то ты запомнил. Точка. Скобки. Что нужно туда писать? Year. Нет, не year. Нет. ID. Где ты видишь ID? Мы хотим отобразить его на странице HTML. Что у нас на странице HTML находится? Демо. Скрипт, это не HTML. Демо. Вот. Демо, и мы должны. Параграф и демо находится у нас. Точка. Выйди из скобок. Выйди из скобок и сразу... Да, точку. Как всегда, функцию вызывать будешь. Вернее, метод вызывать будешь. Точка. Inner HTML. С двумя N. Отступ. Space. Equal. Year. То есть в этот ящик, что содержание HTML, покажи нам, мы говорим ему. Сделай ее частью внутреннего содержания документа, HTML документа. Точка, запятой. И сейчас мы по теории должны увидеть этот год. Все? Бинго. Кстати, если хочешь, чтобы это они большими, параграф это слишком маленький тег, чтобы большим показывали, измени вот этот параграф тег на H1 тег. H1, да? H1. Просто вместо P пиши H1, лака. И закрывающий тоже. Все, молодец. Короче, так, выходит, что год дядюш, а свеча, мне надо запомнить вот это, да? Да, эту функцию. Ну, а ты не то, что даже запомнить надо. Как только ты new date напишешь, он тебе подскажет, компилятор. У него там этих функций 1000 разных умшлилов. Если тебе что-то надо будет, ты просто погуглишь, выяснишь, есть такая функция
Или у искусственного интеллекта спросишь, короче, он тебе примеры даже даст. В общем, халом даться. Притом, как нужно, ты также можешь месяц, попробуй и get full year dates, и дата, и месяц Аллах. Какой сейчас месяц узнать? Get new data date, а вот сотри вот этот get full date. Get, да, сотри. Точку тоже сотри. Вот. И как только ты поставишь точку, он тебе подскажет, какие функции ты можешь после этого date применить. Правильно? Ищи там месяц. Вот, отлично. Можешь слово яр поменять на месяц, если чтобы это прилично выглядело, чтобы не путать наших зрителей. Давай, я тебе подскажу способ, как везде яр поменять. А ну-ка, дита. Цурюкти. Ctrl-Z. Я тебе подскажу умный метод, как все это можно поменять. Давай, зажми Ctrl, и, вернее, выдели вот это слово year мышкой. Ты выделил? Да, По-моему, да. не выделил. Так, выделил-то хорошо. Теперь зажми Ctrl и клавишу H нажимаю. Или клавишу H или клавишу F. Ctrl-F, не. Все, молодец. Так, выделить один главный. Ну-ка, давай выруби его. XT выключи. Не, лака. Вверху, где появилось меню, Find Replace. Это меню закрой. XT дай. Справа. Во. Так, выделить один наш, как выделить Гимайер, выделить Инцахила, выдели это. Ctrl цанца выделяет мышкой, драг, мышки тянуть пеш, и слово выделить не. Или два раза щелкай его. Дените? А ну-ка теперь попробуй Ctrl-H. Выдели? Вот так выделяет. Вот сейчас ты выделил. Правильно? Лака, яр появилась. А до этого не было. Да? Ты не выделял. Не было. Теперь внизу напиши replace. Напиши просто месяц, month, английский month. Все. Теперь поведи эту стрелочку право, прямо по прямой. Курсор вверху, где это? Монф язинчиги. И теперь вправо веди его. Я покажу, где это. Вправо. Не влево, а вправо. Право. Еще право. Вот, все. И он. Вот этот нажмешь, и он все слова «ед» поменяет на слова «монф». И тебе не нужно все это писать. Нажми. Ctrl-Alt-Enter. Нет, не Ctrl-Alt. Все, Ctrl. Да, Ctrl, sorry. Да. Alt-Enter можно, да. No result могу. То он ты уже поменял, все. Видишь? Да. Да, и можешь закрыть вот эту штуку. Да, четко. Хорошая функция. Эта функция тебе, если у тебя там, представь, у тебя там сотни слов, и тебе нужно все названия поменять. Да. Ты раз и сразу в дамке. То есть это очень хороший. Давай тебе посмотрим, какой сейчас месяц. Чутух. Он показывает, что 7-й месяц. Что неправильно. И худотях. Почему у тебя 7-й там написано? Get month. Сейчас не 7-й месяц. Так ведь? Да. А ну-ка обнови. То же самое, да? Давай опять вернемся. Get month функция. Там что-то не так. А ну-ка, смотри, вместе с этими, со скобками, совсем, стирай его чисто хлеб. Вместе с точкой, запятой. Скобки. Выйди, точку. Все, и смотри теперь, давайте смотреть. Get full year, get month. Get Tuesday date.
Get time, секунды ты можешь даже, которые сейчас есть. Часы можешь ты. Get day. Почему? Почему 7 месяц? Сейчас разве 7 месяц? 8 месяц бацман. Возможно, у тебя компьютер, у тебя на компьютере неправильная дата может быть. Хорошо? В смысле, внутренняя? С компьютер теперь дать и настроенный дуй вместе с датой, календарем. Пока я один, Тесла. Почему у тебя почему у тебя там написано 8 месяц, Да, у тебя там 8 месяц, 27, все правильно. Что-то, почему он Может, интересно? месяц с нуля считается? Вообще-то, возможно, да. Обычно у этого... А ну-ка, мы можем его даже название попробовать. А давай попробуем название, чтобы он выдал нам. Может, действительно он с нуля у Хумабара. Если это array, он хранит его специально в array, то там индекс с нуля начинается. Проверим сейчас. Так, собственно, сохоженный. Да, не слышала. Ты должен учитывать, что он с нулевым индексом. То есть он хранит их в array. Кстати, мы сегодня array тоже изучим. Хаймер, слышу я? Слышишь? Да, слышу. Да, покажи вот этот, я тебе подскажу, что делать. Он действительно хранит его в array, или лист по array хранит тебе, что это, поэтому там с нулевого индекса начинается. Этот парень абсолютно прав. Тебе нужно, знаешь, что сделать? Когда он тебе выдает этот день, то есть инкрементировать ее, +1 yazıyor yazatiге. Так, get month yazı, не истон get month. И выйди из скобок, напиши +1 и потом это, точка запятой. Space. Точка запятой. То есть эту особенность надо учитывать. В спейсе. Эту особенность надо учитывать, что он хранит его. Сейчас сделали +1, чтобы он, когда показывает, добавлял 1, да? Да, потому что с нулевого индекса хранит он эти данные. Также можешь проверить, мастера секунды какие-нибудь там, или сколько сейчас время, всемирное время, сколько функций щенцик. Когда ты нажимаешь эту точку, он тебе множество функций выдает, которые ты можешь использовать. Так, ладно. Давай новый. Хаймерс, давай откроем новые файлы и изучим пару вещей. Кстати, эти array, как раз эти array и лупы изучим. И боковое окошко открой новый файл, чтобы уроки не были не длинные. То есть, когда тебе нужно будет, назовем его loops, loop.html. Все по стандарту, ты знаешь, что делать. Название документами. Loops, большой буквы L, LOOPS. Loops. Отлично.
Хорошо, так что Машу. Так, давай мы сделаем. Теперь войди в этот body tag. Между body tag на основной странице сделаем один параграф у нас будет. То есть сделай параграф с идентификационным номером, вернее, этим словом демо. Нет. Атрибут ючвонсо, юхихум маязи. То есть первый тег хаюц вместо освободителя. В первом теге P дай ему кодовое имя демо. ID. Щелкни. Enter. И демо напиши туда. А остальное сотри. И P-тег, да он да параграф тег дит. Собрда, ну-ка, баковой хайяла. Овицло, баковой хайяла. Хаймерс. Вот это две двойки, один, голубая двойка вверху, видишь? Вот, найди какой-нибудь файл, где ты вот это делал, и посмотри, как там это сделано. Открой. Найди какой-нибудь файл, где мы вот так сделали что-то. Например, индекс или condition. Индекс, ага. Вот посмотри, как там атрибуты даются. Так, condition, ага. Condition. И посмотри, как там мы это даем. Гушлём, как это делается. Посмотри опять, ты опять пропустил что-то. Ведь слон сразу запомнится лишь. H1 он тебя один. Я требую, в общем, духа, я да, ты просто забываешь из-за того, что не повторяешь. Пробуй просто P, решетка, демо и таб нажми, он сам все это пропишет. Он не запомнил, как это пишется, поэтому. И равно, все. Запомни, как пишут атрибуты. Атрибуты это не то, что между тегами пишутся, а в первом теге пишутся атрибуты. В первом теге ты также можешь атрибутировать стайлы всякие, там разные вещи, вэллы, еще. Но это не то, что пишется между тегами. А между тегами это будет отображаться на экране. Сухайшуй? Меня слышно? Отлично. Давай тогда. Сделай второй такой же тег, только H1 и ID count, назови его. Дай ему ID count. Count. Enter. Все. Эти у нас будет 2 ID. Теперь под этим новую new line освободим место. Напиши скрипт. То есть JavaScript. Может, модулировать? JavaScript я же. Скрипт. Все, раскрой. И внутри скрипта. Так, возьму духай сначала. Сначала я тебе научу. Array довольше. Напиши const или let
Хочешь let, хочешь const, разница яцун в данном случае. Так-то между ними большая разница, но let и дай название этому. Неважно что. Ну что мы делаем? Мы просто пример даем. Назови его тест. Проверка. Так, equal. И молотила. И в кавычках дай ему какое-то, это у нас будет string, то есть слово или ну, буква char all, на слово будет, допустим. Слово или предложение. Так, и напиши, тест напиши. Слово тест он нам покажет. Все, теперь сделай этот, точка запятой. Так, теперь как ты знаешь, как отобразить его на странице, используя параграф, тег наверху, который на HTML. Как это делается? Я буду тебе это все время повторять, а запомни, доллар. Документ get element by ID. Отлично. Давай. Мочи. Есть еще альтернатива этому, но не будем пока забегать вперед. Демо, Забыл? да? Нет, ты забыл. Get элемент это метод. У метода сзади бывает кавычки. Точку убери. Ага. Не кавычки, а эти parentheses. Скобки. Я скобки с кавычками все время перепутываю. Все, и внутри этих скобок ты должен что-то написать. Потому что ты говоришь, возьми элемент, но не сообщаешь ему, что брать. Ты же должен ему сообщить, что есть какой-то элемент. Все, снаружи точка. Вот сейчас этой точкой ты к методу обратишься. Inner HTML. И что дальше? Можешь догадаться? Точка запятая? Нет. Ты же хочешь на странице что-то показать? Что ты хотел показать? Что мы хотели показать на странице, отобразить? Переменную. Какую переменную? Да, у тебя одна переменная только есть. Настраивается на твоем скрипт-теге. Что за переменная? Тест? Да, равно тест, equal тест. Ты молотила, равно. Все, точка запятой. Кстати, он и без точки запятой будет действовать. Но в Яве так, у программистов так принято, чтобы в других языках это обязательно точку запятой ставить. Во многих других, кроме Python, там еще каких-то Mojo, прочих новомодных языков. Так, все, теперь запусти, посмотри, покажешь нам это или нет? Нет, ничего не показывает. Так, значит, мы сделали какую-то ошибку, раз он не показывает. Так. Параграф. Метод там надо в скобках передать, inner HTML, а не присвоить значение. Так. Да вроде бы. Нет, вроде бы нет. Подожди, мы все правильно сделали. А ну-ка. Там же в скобках надо передать методу inner HTML. Inner HTML? Не, по-моему, там equal. Зачем? По-моему, нет. Но если так, это метод, то он так пишется. Подожди, а ну-ка, и тест, да, в скобках напиши просто, я не знаю, букву А, например. Не в скобках, а в кавычках, сори. Напиши в кавычках букву А, да. Или F, не важно. Так, документ, get element by ID, demo, inner HTML, F. Так, скрипт, PHD, demo. Какую-то ошибку мы допускаем. Ты не запустил лайв-сервер, дружок. Тебе все он должен показывать. Запусти лайв-сервер. Ты меня офигуешь. Что переправь это на тест. Снова. Без кавычек. Все там должно видно быть.
Так. Все правильно. Идем дальше. Ты ввел переменную, и переменная может содержать там слова, что-то. А представь, что есть переменные, которые содержат много слов. То есть такие переменные называются array, массивы по-русски называются. По-английски array они называются. Давай мы тебя познакомим с вот с этим типом. Пожалуйста, у тебя есть банковские ячейки. Вот ты эту ячейку выдвинул из стены, она вот такая вот, она просто одинарная такая. Но у тебя есть специальные ячейки, которые вот содержат множество других ячеек. То есть одна ячейка, в котором там 10 секций, 100 секций. Хаммерс, представил? Да. Вот такие ячейки называются arrays. Array английский. Arrays. Давай мы такую ячейку создадим. Она нужна нам, чтобы хранить множество разных вещей. И у каждой из этих секций в этой ячейке будет свой индекс. То есть нулевая ячейка, первая, вторая, третья, четвертая. Ты таким образом сможешь в одном банковской ячейке хранить множество вещей. То есть это очень удобно. Давай объявим нашу это. Пиши let. То есть она объявляется точно так же словом либо let, либо const. То есть разницы там нету. Либо var по-старинному. Сделай отступ и назови ее my array. По camel case, по конвенции JavaScript действует. My, да, следующая буква большая. A и 2 R. A и Y, Y. Y, Y, Y. Как ты считаешь? Не, забыл. Потом уже, да. Как ты эту букву называешь, Хайме, чтобы я знал, как обращаться? У. Это не У, это у русских. Ну ты меня спросил, как я называю. Подожди, если я скажу тебе удил эльч, удилерду, а вы английский удилердец? Array эльч, У, буква дони, это эльч. Или я. В общем, запомни, что это X, Y же знаешь, это Y. Либо Y, это греческая буква Y. Я буду тебе говорить, Y, я сейчас сразу так думал. Либо английская Y. Она на английском называется Y. Буква Y. Х называется H. Давай, сделай отступ. Почему ты Y не выучил? H ты выучил? Вот там уже. А Y пропустил. Equal. Так, когда ты объявляешь array, ты должен взять эти квадратные скобки. Не curly braces, а квадратные. Такие особые. Они используются для array. Как хорошую английскую клавиатуру когда-нибудь. Все понял теперь. Вот туда ты пишешь. Теперь в этот array ты можешь написать сколько хочешь этих разных этих переменных. Например, давай пишем переменную, я не знаю, а пусть это будет цифра 52. Пиши 52. Ставь запятую. Не точку, а запятую. Отступ. И теперь, не знаю, ты можешь комбинировать эти JavaScript-овские array, они вообще неприхотливые, как в других языках со строгой типизацией. То есть там, если ты array объявил каком-нибудь в C++, то там внутри могут быть либо цифры, либо только слова, либо характеры, там, либо еще что-то одно. А в JavaScript ты можешь их смешивать. Теперь положи туда, как скажем, букву D, только в кавычках ее. Отлично. Сделай опять запятую и следующую.
И, скажем, что ты хочешь положить в следующую ячейку? Давай положим туда, я не знаю, слово какое-нибудь. Ну, не знаю, антитеррор. Положи туда слово антитеррор. В кавычках, когда ты пишешь слова. Цифры можно без кавычек. Еще положи туда запятое, положи туда цифру. Какую цифру ты положишь? Единицу. Отлично. Все. Точка, запятой. Так ты можешь это array очень длинным делать. Это тебе абсолютно, там, компьютеру все равно. Ячеек, если хватит, он тебе создаст очень длинный array. В этих array, кстати, он хранит вот эти тексты большие. Так, сделай space, отступ. New line. И попробуй отобразить этот array. Хаймерс? Пиши. Свои ошибки будешь сам сейчас искать. Ну и теперь загрузи. Или Ctrl-S, посмотри. Не работает. Почему не работает? Давай дебагинг делай. Почему? У тебя перед глазами наверху есть пример, как ты это показал, это слово тест. Почему ты не следуешь точно такому же примеру? Так, одну ошибку исправил ты. Дальше. Одну ошибку исправил. Почему ты вот в этот get element by ID? Возьми элемент by ID, myArray. Он я знаю. Мечад у тебя элемент, который называется myArray. Где он? Найди мне его. Я вижу, он между body HTML. Там есть демо и там есть count. Но там нигде нету никакого myArray. Как ты можешь его просить его взять, если его там нет? Ты чем-то отвлекаешься, парень. Что ты там куришь? Нет, я просто не знаю. Я учусь. Да. По-моему, ты растил. Вот видишь, появилось сразу. Да. Он тебе перечислил весь твой array. Что он в этом array полностью находится? Хаол, шухони. Далее я тебе интересную вещь объясню. Если ты хочешь, например, у тебя есть огромный array, в котором много вещей, но тебе же не нужно полностью, Все чтобы он все отображал. Давай пусть он отобразит какой ты хочешь, чтобы какую ячейку ты хочешь, чтобы он отобразил. Считай, что слева направо эти ячейки называются нулевая ячейка, первая ячейка, вторая, третья. Все, у тебя там только 4 ячейки. Какую ты хочешь, чтобы отобразить? Примерно. Ну, третью. Так, давай тогда, пойди к своему myArray, в конце которой, да, ага. Поставь там в конце вот эти квадратные скобки. Нет, не снаружи просто, как у функций ты ставишь. Нет, myArray оставь в покое. Просто прилепи к нему вот эти скобки, да.
Все. И внутри этих скобок ты должен ему сказать, какой индекс этого подъящичка, скажем так, или субъящичка, или отделение тебе нужен. То есть ты сказал антитеррор? Давай попробуй сейчас, интересную вещь выяснишь. Посмотри, он показывает содержание четвертой ячейки. Четвертой ячейки. Почему? Почему? Как ты думаешь, почему? Ну, потому что он считает с нуля. Если считать нуля, посмотри, 52 это 0, нулевой ящик. Поэтому ты должен всегда учитывать, когда ты используешь ареи, нет, четвертого там вообще нету. Ну, посчитай, пойди свою мышку подведи. Да, 3 там. 0, там 4, 1, но они начинаются с нуля. 2, 3. Да. Если ты с нуля считаешь, то 0 же это тоже ячейка. Значит, 52 это 0, нулевая ячейка. D это первая ячейка. Антитеррор это вторая ячейка. Поэтому, видишь? Да, я понял. Покажи вторую ячейку тогда. Что во второй ячейке? Нет, отобрази ее. Антитеррор в первой ячейке, Что в первой ячейке? D. D. Только это он не в первой, а во второй. Просто у него индекс такой. Да. Просто у него индекс. А ячейки они такие. Например, если ты сделаешь array из 100 разных цифр, то он будет с 0 по 99. Да. То есть всегда, думаю всегда об этом. Отлично. Давай. Теперь следующий. Так, мы не успеваем, по-моему. Слишком длинные у нас получаются эти уроки. Так, давай эти просто функцию еще какую-то, а потом эти лупы продолжим в следующем уроке. Какую-нибудь функцию тебе интересную. Вот с этим каунтом, чтобы нам развлечение какое-то было, чтобы людям не скучно было. Давай сделаем это. Вот сделай отступ вниз. Не, в смысле, да, чтобы мы отделили. Давай так. Сделаем, создай переменную с названием count. Переменную. Ты находишься в JavaScript. H1, теги, все такое, это для HTML страницы. У JavaScript нету никаких тегов. Это язык программирования. Создай переменную с названием count. Наконец. Либо const, либо let. Либо const, либо let. Count, молодец. Давай, отступ, equal. Так, 0. Положим туда 0. То есть ничего там не будет. Точка, запятой. Отлично. New line. Пиши. Теперь опишем какую-то функцию. Функция называется будет update count. Function. Слово функция описано, называется словом function начинается. Function. Space. Напиши update count. Обычным javascriptовским camel case. То есть первое слово update с маленькой буквы. Миссия не сделан, а update. И с большой буквы count. Count, удухаем? Count значит считать. Одновременно это означает герцог. Герцог, дюк. Граф, да, кстати. Титул графа count Бог дал. Так, давай теперь. У функции всегда бывают скобки. То есть открой и закрой скобку. Parenthesis. Выйди из скобок, сделай отступ curly braces. And put curly braces there. Раскрой их. Отлично. Теперь возьми вот эту переменную count. Напиши count.
То есть взять переменную Бога, написать Богу. Count равно equal и молотиласу. Так, дальше снова пиши count. Плюс 1. Просто прибавь единицу к этому count. Точка, запятой. Теперь новую строку. Внутри этого тела функции. Мы все еще функции описываем. Теперь у тебя этот стандартный. Нужно, чтобы этот count отобразился у нас на экране. Вернее, в браузере. Что ты делаешь опять? Это переменная. Да. Используй ID count. То есть вызывающим закомментировать должно адекватно. Можно было еще какой текст сделать, но нет, необходимости нету. Здесь все правильно, правильно. Ты идешь в правильном направлении. Точка, запятая. Все, выйди из тела функции, освободи себе место, и мы его... Выйди из тела. То есть curly braces, RWL. Освободи место. Во. И здесь мы специальную функцию, которая в самом JavaScript находится, к ней обратимся. Она называется setInterval. Опять camel case, и он тебе подскажет. Вон она. Угу. У функции что бывает? Скобки. Функция любит скобки. В этой функции, в этих скобках мы вызовем вот эту самую функцию, которую мы описали вверху. Как называется наша функция? Function? Нет. Как называется функция? Update count. Вот, вызывай ее. Просто название ее. В отличие от других языков, JavaScript рассматривает функции как first class citizens, то есть первоклассных граждан первого класса. То есть функции можно передавать, можно их сохранять в переменных, в отличие от многих других языков, где это нельзя сделать. Сделай запятую, и отступ, и напиши 1000, просто 1000, цифрами, не словами. Отлично, выйди и заверши строку точкой запятой. Что в JavaScript не обязательно, но в других языках обязательно. Хорошая привычка вот так делать. Все. Теперь покажи нам страницу и смотри, что происходит. Опа-на, это что такое? Мы сделали с тобой таймер. То есть каждую секунду, посмотри, ты написал там 1000. 1000 миллисекунд, это сколько будет? Милли значит 1000. 1 секунда. 1 секунда содержит 1000 миллисекунд. 1 миллисекунда содержит 1000 микросекунд. 1 микросекунда содержит 1000 наносекунд. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это set-интервал, а это асинхронная функция, то есть она к основному этой программе отношения не имеет. То есть у тебя там что-то исполнилось, а вот этот set-интервал будет каждую секунду снова и снова страницу твою обновлять. И ты вот такой секундомер создал своеобразный. Можешь для эксперимента изменить вот эту цифру 1000. Пусть она будет каждый час, например. И ты можешь создать такой таймер, например, я не знаю. Напиши, не знаю, 2000 или 5000, или 100 напиши, тогда она быстро будет менять. 10 это будет очень быстро. 100 хотя бы оставь.
Понял? Пошла, родимая. То есть ты, используя вот такие функции, set интервал, set time out, ты можешь ему задавать какие-то, например, через 2 часа сделай то-то, то-то, или еще как-то. И вот он через 2 часа ровно сделает вот этот тело функции исполнит. Я не знаю, подсоединиться к банку Нью-Йорк оф Америка и заработает тебе $1 миллион. Шутка, конечно. Так, давай тогда ехать урок, завершим его. Мы сделали с тобой прекрасный таймер. Всего лишь из нескольких предложений. Мы познакомились, что такое array, что такое индекс array, с какой цифры начинается индекс array, Хаймерс? Ячейки как? 0. Отлично. Это очень важная информация. Его могут тебе даже спрашивать на каком-нибудь job-интервью программистам. Вот, это очень важно. То есть вообще эти программисты, математики, кто вот создал вот это все хозяйство, они очень любят с нуля начинать. 0, потом единица пошла. А в обычной математике мы всегда с единицы считаем, простые смертные. Все? Eso оппонент привыкает, я уже распознаю это. Это неизбежно Хавицлуру, если ты не будешь между этими уроками повторять и как бы еще дополнительную информацию откуда-то пытаться брать. А Хавицлуру, это неизбежно. После 30 человек забывает, если он ее непрерывно не повторяет. Это тебе 5-летнему или 10-летнему можно это показать, и ты почти на месяц запомнишь. В твоем или в моем возрасте непрерывно. То есть ты должен будешь выявлять свободное время между уроками, периодически пробовать, дешь экспериментировать, дешь сам переписать. Дальше хотя бы полчаса, час в день. Дигрой? Давай, завершаем тогда. Шунмасан Березил. Надеюсь, всем было весело. Пару английских слов еще выучили. Да. А ты, Маша?